В эфире «Итоги дня», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах. История со счастливым концом. Пропавших рыбаков в Алданском районе эвакуировали на вертолете. Переселение людей из непригодных для жизни домов – это большая задача, которая в полном объеме реализуется в Ленске. Повышение надежности и сокращение затрат. В Нерингре на объектах водоканала продолжаются работы по реконструкции оборудования. Старшеклассники Мирнинского района получат востребованные и актуальные профессии. Орлахским школьникам улыбнулась удача. Школьники выиграли грант. Расскажем об этих и других самых заметных событиях Мирнинского района. Якутский национальный вид спорта покоряет мир. В Рио-де-Жанейро подвели итоги чемпионата Южной Америки по масс-рестлингу. Пропавших рыбаков в Алданском районе эвакуировали на вертолете. Сегодня спасатели службы спасения эвакуировали двух мужчин с реки Тимптон в 130 километрах от города Алдан. У одного из них в этом месте находится охотничья избушка, так что у них был запас продуктов на некоторое время. На рыбалку они выехали 25 сентября. Планировали вернуться дней через 15, однако сломался редуктор на моторе лодки, затем еще и пробило лодку. В последние дни резко похолодало. Мужчины добрались до избушки и пережидали в ней. Здоровью и жизни рыбаков сейчас ничто не угрожает. Их доставили на вертолете в Алдан. С понижением температуры воздуха ухудшилась ледовая обстановка на реке Лени. В связи с этим с 24 октября пассажиров будут перевозить с пересадкой на аэроботы. Как сообщил руководитель компании «Леновод-сервис» Борис Троев, суда будут работать только в светлое время суток. Он отметил, что лед на реке очень плотный и густой. Обычно они начинали курсировать только на 12-13 день после шуги, но в этом году из-за обстоятельств их приходится запустить раньше. По его словам, с запуском аэроботов проезд подорожает до 4000 рублей. Пенсии в январе 2025 года вырастут на 7,3%. Кабмин предложил проиндексировать пенсии военным судьям наравне с военнослужащими. У бойцов СВО появятся новые льготы. Военнослужащие, воспитывающие ребенка-инвалида, получат право на внеочередное обеспечение жильем или жилищной субсидией. Кроме того, в перечень льготников по квоте поступающих на бюджетное отделение вузов войдут дети участников боевых действий на территории России. Переселение людей из непригодных для жизни домов в новые комфортные квартиры – это большая задача, которая в полном объеме реализуется в Ленске благодаря совместным усилиям администрации города и дирекции жилищного строительства Республики Саха-Якутия. До конца этого года в Ленске двумя застройщиками планируется сдать еще 4 новых многоквартирных дома и заселить в них более 500 человек. С начала программы было предоставлено 924 квартиры. Компенсацию за аварийное жилье получили жители из 811 аварийных квартир. До окончания сроков программы остался 1 год. За это время необходимо достроить еще 4 девятиэтажных дома. Такие основные оргвопросы решены, участки распределены, заключены договоры аренды земельных участков, разработаны проектно-сметная документация по строительству этих объектов. Вообще у нас до конца программы, кроме тех домов, которые мы будем принимать в конце этого года, у нас до конца программы надо еще построить, которые уже строятся на Пролетарской, Орджоникидзе и Чапаева дома, еще 4 девятиэтажных дома. Получается, переселим мы чуть больше 500 человек в конце этого года. В Нерингре на объектах водоканала продолжаются работы по реконструкции оборудования. Это позволит повысить надежность работы объекта водоканала и сократить энергозатраты. Подробности в материале далее. Работы по реконструкции существующих и строительству новых объектов Нерингринского водоканала являются ключевым элементом в стратегии развития коммунальной инфраструктуры, направленной на обеспечение нерингринцев качественными и надежными услугами водоснабжения и водоотведения. В городе Нерингре уже заканчивается второй этап реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства. Стоимость проекта 1 миллиард 174 миллиона рублей. В него входит замена резервуаров чистой воды на Верхненерингринском водозаборе, значит, строительство
электролизных установок для обеззараживания и сточной жидкости, и холодного водоснабжения. В этом году запланировано завершить реконструкцию водоводов номер 3 и 4, идущих от насосной станции 3-го подъема до Амулинского водозабора. По этим веткам трубопровода осуществляется обеспечение холодной водой жителей поселка Серебряный Бор. Завершается второй этап масштабной реконструкции объектов Нерюнгринского городского водоканала. И по состоянию на сегодняшний день 80% работ уже практически выполнено, и к концу года они уже должны завершиться. Масштабные работы на объектах Нерюнгринского водоканала ведутся за счет средств Фонда национального благосостояния. По завершению реконструкции на следующий год запланировано восстановление поврежденной городской инфраструктуры – тротуаров, лестничных переходов и дорожного полотна. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В микрорайоне Марха полным ходом идет строительство интерната кадетской школы. Новое здание заменит старые деревянные бараки. Отныне общежитие будет соединено с учебным корпусом. О ходе строительства расскажет Вероника Таюрская. 1 сентября свои двери распахнул учебный корпус кадетской школы-интерната. В настоящее время ведется возведение пристроек к зданию, где будет размещаться общежитие на 125 мест. На сегодняшний день на строительной площадке работает 42 человека. В скором времени их количество увеличится. Сейчас ведется работа именно по отоплению и фасад. И уходим вовнутрь уже полностью. Много чего предстоит делать. Побелка, покраска, ввод. До Нового года надо нам все сейчас успеть сделать. 24 часа идет работа, то есть 2 смены работаем. У нас последние контейнера послезавтра будет. Послезавтра уже начинаем работать 2 смены. Здание школы-интерната общей площадью в 4500 квадратных метров будет вмещать в себя спальные комнаты с душевыми и санузлами. Также размещаться помещения для кружковой работы, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Прачечная с комнатами сушки и глажки. Мы очень ждем завершения строительства нового интерната, который будет располагаться. Расположено 125 мест, да, детей. Старый интернат у нас тоже действует, эксплуатируется, но оно рассчитано на 75 мест. В общем, со следующего года планируется вообще итого 200 детей размещать по 2 интернатам. Окончание строительства нового здания интерната с нетерпением ждут как учителя, так и воспитанники школы. Когда вот откроют новый интернат, мы наберем уже со следующего учебного года с 5 класса, то есть будут 200 детей. Скоро появится новый интернат, где будут проживать кадеты младшего классов. К сожалению, мы не сможем там прожить, так как в этом учебном году мы заканчиваем 11 класс, и после этого выпускаемся. Напомним, строительство комплекса кадетской школы-интерната стало возможным за счет национального проекта образования. Ввод в эксплуатацию нового комфортабельного общежития планируется до конца этого года. Вероника Таюрская, Нюркун Старостин, Якутск. Компания «Алроса» уделяет особое внимание трудоустройству жителей Якутии. Представители компании регулярно встречаются со студентами, чтобы обсудить перспективы карьеры в алмазодобывающей отрасли и познакомить молодежь с современными технологиями добычи полезных ископаемых. Подробнее о профдесанте «Алроса» смотрите в сюжете далее. Порядка 200 студентов собрались в автодорожном техникуме для того, чтобы узнать не только о процессе работы, но и карьерных возможностях и преимуществах. Все они будущие специалисты по таким профессиям, как машинист крана, дорожно-строительных машин, мастер и слесарь по ремонту автомобилей. Рассказали именно про трудоустройство, как именно добываются алмазы, где мы будем жить. И есть такая же тоже мечта, как связать с компанией «Алроса», такими самыми компаниями, которые занимаются алмазами. У «Алроса» есть техника, допустим, которой мне нравится заниматься техникой. Я с детства занимаюсь техникой. Такое взаимодействие между компанией и студентами стало важным шагом к формированию нового поколения специалистов, готовых к вызовам современной алмазодобывающей отрасли. У нас есть профессии как машинисты бульдозеров, дорожно-строительных машин, крановщики, слесари, и как раз эти профессии к ним. Я думаю, мы думаем, что именно подходят. Есть те студенты, которые у нас учились,
доучились в ВУЗе, например, в СУФУ, в Горном институте геологоразведочном, и уже там сейчас работают. Сегодня в Алроса растет потребность в квалифицированных рабочих кадрах, молодых специалистах, а практика дает возможность получения уникального опыта работы в компании, которая является мировым лидером алмазодобычи. Ежегодно в Алроса проходит производственную практику более 250 студентов, обучающихся по различным специальностям. Главная цель профдесанта – это все-таки привлечение жителей Центральной Якутии к трудоустройству в компании «Алроса». Республика у нас очень большая, и хочется, чтобы каждый житель ее знал о нашей компании. Также мы приглашаем на практику, потому что все-таки где, как не на практике, нам направить их немножко в нужное русло. Представители компании «Алроса» отметили, что крайне заинтересованы в квалифицированных, мотивированных людях, которые хотят дальнейшего развития и карьерного роста. Основная масса, которых мы ищем, это по ремонтной деятельности. Это сварщики, электрослесаря, слесаря по ремонту оборудования и слесаря по ремонту горношахтного оборудования. Компания регулярно проводит просветительскую деятельность, участвует в ярмарках вакансий, организует профориентационные мероприятия для молодежи и поддерживает новых сотрудников в самом начале их профессионального пути, реализуя различные программы для легкой адаптации. Так что для желающих есть все возможности для трудоустройства в якутскую алмазную компанию. Даяна Федорова, Лилия Уваровская, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Якутск. Ювелирные династии Якутии представили свои лучшие работы. В Якутске ко Дню ювелира состоялось открытие республиканской выставки, посвященной династиям этой отрасли. Мероприятие представляет преемственность поколений работников, объединенных не только семейными связями, но и любовью к ювелирному искусству. Посетители ждут работы, созданные в период с 1970-х годов по сегодняшний день. Организаторами выставки выступают Сокровищница Якутии и Ассоциация ювелира Арктики при инициативе Якутского художественного училища. У нас отец Осипов Василий Иванович ювелиркой начал заниматься где-то в 60-х, 70-х годах. Братья, старшие братья Осипов Станислав Васильевич тоже ювелир, мастер. Владислав Васильевич, но он ушел из жизни. Молодое поколение у нас все тоже ювелиры. Сын закончил художественное училище, дочка тоже закончила художественное. Занимается тоже ювелиркой. Оперетта «Сильва» снова на сцене Государственного театра оперы и балета. 25 октября труппа исполнит произведение, написанное венгерским композитором Имре Кальман. История о звезде будапештского варьете Сильве и ее жизни вне сцены. О ее любви к молодому аристократу Эдвину и о невозможности их брака в силу социального неравенства. В постановке принимает участие приглашенный артист, ведущий солист Московского театра оперетты Павел Иванов. Его партнерами станут солист театра оперы и балета Алексей Иванов, заслуженная артистка Якутии Анна Сгонникова и народный артист республики Юрий Баишев. Постановка о большой вселенской любви между мужчиной и женщиной, которые, к сожалению, в связи с разными обстоятельствами не могут быть вместе, но в итоге любовь побеждает все. Партия, сразу могу сказать, что непростая, довольно-таки сложная, из нашей такой современной, как бы сказать, золотой молодежи. Я ее исполнял много раз, это мне уже, получается, 5-я постановка в различных городах нашей необъятной страны, начиная от Москвы, заканчивая Сахалином. Старшеклассники Мирнинского района получат актуальные профессии. Орлахским школьникам улыбнулась удача. Школьники выиграли грант. Штаб народного актива оказывает помощь военным. Состоялась выставка рисунков детей, участников специальной военной операции. Об этих и других новостях Мирнинского района смотрите далее. В Мирнинском районе открыли региональный проект «Моя первая профессия». Проект предоставляет возможность учащимся старших классов получить образовательный сертификат, обучившись и освоив самые востребованные и актуальные профессии сегодняшнего дня. Обучение проходит без отрыва от основного образовательного процесса и позволит школьникам приобрести ценный опыт, знания и навыки, необходимые для будущей успешной карьеры. Мирнинский район стал единственным, где отбор для реализации проекта прошли сразу 2 центра. Центр дополнительного образования и региональный технический колледж.
В нашем центре это программа специалиста по организации массовых мероприятий, вожатый. И, значит, вторая программа куратор цифровой грамотности населения. И 45 детей, как я уже сказал, да, из города Удачного, поселка Айхау, Чернышевского, Светлого и села Тачурах, там, где проживает менее 20 тысяч жителей, дети получают абсолютно бесплатно образовательный сертификат от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. За последние 3 года школьники села Арылах изучали проблемы села. Чтобы находить решение этих проблем, старшеклассники участвовали в различных грантовых конкурсах. Удача улыбнулась ребятам, они выиграли грант для реализации проекта на раздельный сбор мусора. Получив грант, мы смогли реализовать наш проект насчет мусоросборников. Вот представлен один из них. Их в школе где-то находится 2 штуки. Они разделены на 4 секции для разного вида мусора. Также у нас проводятся некоторые специализированные акции для того, чтобы улучшить понимание учеников о проблемах с мусором и как с ним разбираться. Наподобие субботников и лекций, ну и тому подобное. С начала специальной военной операции огромную помощь военным оказывает штаб народного актива. Здесь ежедневно ведется активная работа, координаторы всегда находятся на связи не только с мобилизованными, но и их семьями. Здесь каждый понимает, что для защитников, находящихся в зоне специальной военной операции, нужна любая поддержка. Волонтеры всегда держат на контроле обеспечение мобилизованных из Мирнинского района дополнительным обмундированием. Когда организовался только штаб, мы не понимали, что нужно, поэтому собирали все. Пытались полностью обеспечить ребят всем необходимым. Но так как это уже идет в 3-й год, ребята уже подают нам заявки, они понимают в зоне СВО, они понимают, что им более необходимо, что им не нужно, и на что, наверное, не стоит тратить и средства, и силы. Поэтому мы точечно прорабатываем каждый вопрос, и уже комплектация этих мешков, да, в которых собирается все необходимое, оно каждый раз обновляется. То есть именно по потребности ребят, которые находятся в зоне СВО. Дети показали счастливый день с папой. Ко Дню Отца, который отмечается в 3-е воскресенье октября, в Алмазном крае состоялось немало мероприятий. Одним из них стала необычная выставка, где были представлены рисунки детей-участников специальной военной операции, на которых они изобразили счастливые моменты вместе с папой. Организовали выставку Совет отцов, администрация района и Центр дополнительного образования города Мирный. Она получилась вполне масштабной. Участие приняли 87 ребят со всего района, которые представили 93 работы. Я нарисовала про прогулку, про то, как мы гуляли и ходили в парк. Мне тогда очень было весело, особенно когда рядом был папа. Я рисовала рисунок где-то 2 дня, наверное, где-то так. Когда я рисовала, мне было очень весело, и я вспоминала этот момент и хотела еще раз вернуться. Мы с папой один раз поехали в гараж. Мы там делали машину, потом там что-то с машиной произошло, и мотор загорелся в итоге. А мой папа вот так взял и потушил все водой. То, что я был рядом с папой, меня это радует. Работы настолько яркие и красочные, что позволяют погрузиться в тот день, который они посчитали счастливым. Детские рисунки и правда очень впечатляют. Они выполнены с огромной любовью и нежностью, с гордостью за своих отцов. Ребята вложили в них часть души и много мастерства. Все участники конкурса награждены дипломами и денежными сертификатами, приобретенными за счет районной муниципальной программы «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Выявление самых универсальных спортсменов в Якутске дали старт первенству по национальному многоборью среди юниоров и юниорок республики. Основными площадками проведения соревнований стали залы спортивных комплексов Дохсун и Модун. Подробнее об этом в следующем сюжете.
В четвертом первенстве по национальному многоборью принимают участие 22 спортсмена 2003-2006 годов рождения, представляя 9 улусов и город Якутск. В борьбу за медали вступили и участники игр Дыгына, которые, конечно же, считаются одними из фаворитов текущих состязаний. Сейчас проходит все нормально, отлично. В якутских прыжках занял 3-е место. И в вертушке 1-е место, 64 оборота. В общем зачете пока 1-е место. Еще осталось 5 видов. Программа первенства включает в себя национальные прыжки, якутскую вертушку, масс-рестлинг, стрельбу из лука, хапсагай, бег на 400 метров и перетаскивание камня. Этот вид многоборья очень развивается, пользуется большой популярностью в нашей республике. Большой интерес со стороны школьников есть. Сейчас уже открываются клубы спортивные, где очень много детей занимаются, и желающих тоже очень много. К сожалению, среди взрослых у нас тренеров очень мало, и штатные единицы по всей республике. Желающих много, но тренеров нету. Это первенство может стать для многих первым шагом в мире спорта многоборцев. По программе соревнований до конца года их еще ждет чемпионат по национальному многоборью, а в последующем отборочные этапы для состязания в ежегодных играх Дыгына и играх Манчары. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В Рио-де-Жанейро подвели итоги чемпионата Южной Америки по масс-рестлингу. На помост вышли спортсмены из Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая и Чили. Действующий чемпион Европы Эвандро Памина вновь доказал свое первенство, а богатырь де Сильва победил в битве 105-килограммовых титанов. Открытие чемпионата, женский зачет. Самые яркие схватки смотрим в сюжете Айсены Бурнашовой. Сильная и ловкая, Скай называет себя пропозитал, что с португальского значит целеустремленная. Иначе как объяснить? Впервые вышла на помост и победила дважды. Я сама из Рио-де-Жанейро и очень благодарна чемпионату. Это огромная возможность быть здесь и прежде всего выиграть медали, сразу 2. Сначала в весовой категории 85 килограммов, затем в абсолютке. Я счастлива. А вот пример настоящего упорства для Суэллен – это второй чемпионат. Предыдущий был в апреле, тогда она заняла 2-е место. За полгода девушка изучила технику масс-рестлинга, скинула 10 килограмм. Как итог, улучшила результат. Теперь обладательница золотой медали. Я хотела бы поблагодарить тренера Рикардо Норте, который каждую неделю проводит специальные тренировки. Он каждую неделю помогает. Очень приятно, что я выиграла в своей категории. Среди мужчин свое первенство вновь доказал Эвандро Памина, действующий чемпион Европы и сильнейший в Южной Америке. 90 килограмм стальных мышц, косая сажень в плечах. В России бы сказали «богатырь», а в Бразилии на португальском «герой». Я занимаюсь масс-рестлингом 6-й год. Хочу продвигать этот вид спорта в Бразилии и за ее пределами. Это моя мечта. Еще одна заветная мечта – это стать чемпионом мира. Я хочу добиться этого в текущем году в Кыргызстане. Я готов. Я иду за золотой медалью. Чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в Кыргызстане через 1,5 месяца. Сильнейшие атлеты Южной Америки могут попытать удачу в Бишкеке на международной арене. А пока в Рио подводят итоги. Соревнования прошли по 14 весовым категориям среди мужчин и женщин. Уругвай увозит домой 1 золото и 1 бронзу. Чили – 1-е место абсолютки. Все остальные медали остаются в Бразилии. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Рио-де-Жанейро. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.